Заключенный с боевиками ИГИЛ. Тяжелая стальная дверь захлопнулась, и я оказался в душной камере. Я сразу узнал эту камеру, я был здесь раньше. 3 года назад мне все это снилось. Только сейчас это был уже не сон, все происходило наяву. В камере шириной 2,5 на 4 метра было 6 человек. Стены моего нового пристанища были грязными. Ее наполнял невыносимый смрад, исходивший от тел. Я лег на грязный плиточный пол, который холодил мне спину через тонкую футболку, и попытался уснуть. Примерно в 4:30 меня разбудил азан, громкое пение утреннего призыва к молитве. Мои 6 сокамерников повторяли одни и те же движения, пока скандирование заполняло камеру. Закончив, мужчины начали спрашивать меня, из какой я страны и чем занимаюсь. «Здесь нет газет», — сказал один из них. Я рассказал им первое, что пришло мне в голову из недавних новостей. Это теракт в Париже, при котором погибло 129 человек. Я добавил, что ответственность за подрыв террористов-смертников и массовые расстрелы взяло на себя ИГИЛ. Присутствующие внезапно замерли, а затем разразились неистовыми криками «Аллаху Акбар». Я был поражен и не мог сдержать глубокий вздох. Мужчины вскочили с пола и начали хватать друг друга в ликующие объятия. Они торжествующе поднимали руки и танцевали по переполненной камере, похлопывая друг друга по спине и улыбаясь. Я медленно отполз к ближайшей стене. Мои руки внезапно стали липкими от пота. Его капли стекали по верхней губе и лбу. В течение нескольких минут мои сокамерники праздновали успех террористической операции. Я видел такие мусульманские торжества в СМИ, но испытать такое на собственном опыте было шокирующе. В те страшные моменты я осознал, что был заключен в камеру с исламскими экстремистами. В ближайшие дни я узнаю еще больше, что они являются членами ИГИЛ. 10 декабря 2015 года Петр Яшек прибыл в аэропорт столицы Судана, города Хартум, чтобы вылететь домой в Чешскую Республику. Там он был задержан Суданской службой безопасности для допроса об истинной цели его пребывания в стране. Если они узнают о ней, это поставит под угрозу преследуемых христиан, с которыми он встречался. После задержания, во время продолжительных допросов, Петр понял, что в ближайшее время ему не вернуться к своей семье. Вместо этого Петру было предъявлено обвинение в многочисленных особо тяжелых преступлениях, и он был заключен в тюрьму только за то, что предоставил помощь христианам, преследуемым правительством Судана. Приговоренный к пожизненному заключению и вынужденный делить камеру с террористами ИГИЛ, Петр рассказывает свое свидетельство о том, как во время заключения Бог дал ему силы, мужество и новую цель. Судан. Я находился в суданской тюрьме за Слово Божие и за свидетельство о Христе, свидетельствует Петр Яшек. В течение 3 десятилетий правительство Судана сосредотачивало свои усилия на истреблении христиан. Жестокий режим диктатора Башира запугивал, арестовывал, заключал в тюрьмы, пытал и убивал верующих в Иисуса. Стремясь еще больше исламизировать страну, он также сносил и бомбил здания церквей. Диктатор был причастным к гибели почти 2 миллионов христиан на юге Судана, включая Нубийские горы. Пытаясь уничтожить все следы христианства в этом районе, суданские военно-воздушные войска сбросили более 4000 бомб на христианские деревни, церкви, школы и больницы. Верующих считали преступниками, их арестовывали, пытали, предъявляли им ложные обвинения и приговаривали к смертной казни. Несмотря на то, что Гаагский международный уголовный суд дважды выдавал ордер на арест диктатора Башира, начиная с 2009 года, террор над христианами продолжался до 2019 года. Я был заключен в суданскую тюрьму за несколько лет до того, как деспот утратил власть. Находясь в камере за веру в Христа, я вспомнил своих родителей. Они были искренне верующими христианами, за что годами были гонимы в коммунистической Чехословакии. Незадолго до моего рождения христиане подвергались ужасным пыткам, тюремному заключению и часто смерти по всей оккупированной коммунистами Европе. Мой отец был пастором церкви. Также родители вели тайную подпольную программу ученичества молодежи по всей стране. Однажды я вернулся из школы и узнал, что мои отец и мать арестованы. Именно мой отец научил меня, как вести себя во время допросов. Повзрослев, я присоединился к служению «Голос мучеников». Более 10 лет я руководил служением в африканском регионе.
И моя миссия была в том, чтобы путешествовать по опасным местам, враждебным странам, в которых христиане подвергаются жесточайшим преследованиям. Одним из таких мест был Судан, в котором я и оказался. И вот я находился в камере с боевиками ИГИЛ, куда меня бросили как худшего из преступников и наиболее опасного врага суданского правительства. Такую же практику я наблюдал в тоталитарных странах по всему миру, где своим служением поддерживал преследуемых христиан. Я был разочарован несправедливостью системы и беспомощностью, которую испытывал. Я знал, что буду признан виновным и могу быть приговорен к смертной казни. В лучшем случае я могу провести следующих 20 лет своей жизни в тюрьме. Когда же я наконец принял то, что это заключение является Божьей волей для моей жизни, я начал использовать каждую возможность, чтобы поделиться благой вестью Евангелия со своими сокамерниками и многими другими людьми. Продолжение истории о том, как Бог даровал заключенному проповеднику Петру Яшику новую цель в жизни прямо в тюрьме, читайте в его книге «Заключенный с боевиками ИГИЛ».